Смотрите в этом выпуске проекта «Своих не бросаем». Что у вас изменилось с тех пор, как вы начали давать концерты там? Мы стали совершенно другими людьми. Песни, которые мы поем, они патриотические, во-первых, ну и пытаемся народ воодушевить. Не было желания самому взять в руки автомат и пойти, так сказать, помогать нашим парням? Ну, я музыкант. Вот, как говорит Рамиль Бадамшин, да, наша гитара – это наше гитара оружие. тоже автомат. Это тоже автомат, да. И вот мы работаем обычно в военных частях, в госпиталях для наших бойцов, которые вот раненые. Расскажите, как это было? Они там собрались все, они там, кто на колясках, кто на чем. Вот приехали, прям хлопали, пацаны, давайте, зажигайте. Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. И сегодня в нашей студии лидер рок-группы «Павильон» из Стерлитамака, заслуженный артист Башкортостана Илья Столетов. Здравствуйте. Приветствую. Илья, вы один из тех артистов, которые очень много уже побывали в зоне специальной военной операции, так сказать, навещали наших бойцов. Скажите, вот сколько раз вы уже там были? Ну, мы, в принципе, ездили с коллективом именно как «Павильон», вот, 2 раза. А вообще мы постоянно катаемся вот к ребятам, которые находятся возле ленточки. Это города, которые рядом с границей находятся. Вот, и мы работаем обычно в военных частях, в госпиталях для наших бойцов, которые вот раненые, на реабилитации находятся, и мы для них выступаем. Во-первых, это духовная разрядка такая, то есть человек весь негатив убирает из себя. Ну и песни, которые мы поем, они патриотические, во-первых, ну и до более они известные песни, и мы как бы пытаемся народ воодушевить. Илья, ну вы даете концерты в зоне СВО с 2022 года, а как вообще пришли к такому решению? Ну это, я думаю, правильное решение, во-первых, я считаю, потому что наших ребят надо поддерживать, и я думаю, что во мне, наверное, сыграл патриотизм какой-то. Во-первых, это наши, а своих мы, как говорится, не бросаем. Илья, вы выступаете непосредственно в воинских частях, но также еще ездили к нашим бойцам на боевое слаживание, которое было в Самаре. Давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре. Все, поднимаем руки, все. Илья, вот на видео сейчас мы видим, да, что в Самаре на боевом слаживании вас очень тепло встречают, снимают на телефон, а многие просто стоя аплодируют. Всегда такая теплая встреча? Практически всегда. Мы вообще изначально в 22-м ездили на первое слаживание, когда началась мобилизация, и мы поехали в Пензу к нашим ребятам. В Пензе мы за один день дали 4 концерта. Это было что-то вообще такое из ряда вон вообще. Обычно так много не даете? Да, но мы сразу на своей машине приехали туда. То есть я ехал за рулем практически 18 часов. Доехал до первой части, вот, и мы там выступили для наших утром для ребят. Потом в обед, потом вечером. И потом еще у нас ребята, которые наши друзья, прям мы приехали там в расположение. Еще 4-й концерт там для них. И привезли еще с собой ну, там небольшую, так сказать, гуманитарную помощь ребятам нашим. И оттуда же потом, не ночевав, ничего, мы сразу собрались и поехали в Саратов. И утром немножко поспали, и в Саратове еще один концерт дали. Вот это был наш первый такой, как сказать, боевой опыт вот, с музыкой. А потом мы уже ездили и в Яческ, и вот здесь, получается, в Уфимской психиатрической больнице мы тоже для реабилитации ребят тоже поддерживали, приезжали, там 4 концерта давали. И потом тур по республике у нас был, мы собирали средства, ребятам передали, закупили там большое количество оборудования. Ну и, соответственно, сейчас до Нового года мы ездили к нашим ребятам уже в те военные части, где сейчас реально проходят ребята, наши бойцы, реабилитацию. И везде нас встречают прямо. Как свои, родных. Как свои, да. Как свои. Ну, так и мы оттуда быть. даже уезжаем, вот уезжать неохота, хочется оставаться с ними и поддерживать их. Так и должно быть. В зоне специальной военной операции вы вот ездите по местам дислокации именно бойцов из Башкортостана? Ну вот первый раз мы ездили прям к шеймуратовцам на слаживание. Там не слаживание получалось, а ребята были на отдыхе. Вот. Ну они как обратно там собирались. Вот мы туда ездили. Ну и второй раз мы ездили уже непосредственно не в саму зону, а в пригород, там где ребята отдыхали тоже. И
Илья, насколько вообще сложно организовывать концерты там? Потому что это же нужны соответствующие помещения, техника, там, подключение к электричеству и так далее. Как со всем этим там справляетесь? Ну, это все делают вышестоящие органы, которые нас есть с этим проблем никогда курируют. нет? Да, то есть мы приезжаем, как бы, и есть определенные задачи, мы их выполняем и пытаемся, как бы, это, чтобы все было в рамках, как положено. А в зоне специальной военной операции где живете? Ну и насколько вообще обычно у вас командировки? Да, со всеми ребятами в расположении. Илья, вот на ваш взгляд, ваши песни о смыслах, о дружбе, о родине, о любви, когда вы исполняете их там, в зоне СВО, имеют какое-то другое значение? Вообще, в целом, что у вас изменилось с тех пор, как вы начали давать концерты там? Вот первый раз, когда мы поехали в Геническ, именно вот в ту зону, наше мировоззрение вообще у всего коллектива, у группы поменялось совершенно. Мы стали совершенно другими людьми. Многие нас сейчас уже не узнают, как бы, вы что, вы там вообще изменились, какие-то такие, ну, какие-то серьезные стали, такие, уже не улыбаетесь. Я говорю, ребята, там происходят такие вещи, которые, ну, вам здесь не понять. Это нереально. Говорю, совет такой, говорю, хотите повзрослеть и понять, что такое настоящая жизнь, и те песни, которые мы пишем для вас, они будут иметь уже второе значение, потому что, побывав там, вы поменяетесь совершенно в другую сторону и будете более относиться к этой жизни серьезно. У нас есть небольшой фрагмент с вашего выступления в Херсонской области. Давайте посмотрим. Илья, ну на этом видео вы исполняете песню группы «Кино», а бойцы ее встречают на ура. А как вообще репертуар подбирается и что любят слушать наши бойцы? Но в основном мы поем свои песни патриотические. Ну, иногда вот ребята просят, как вот на видео сейчас было, иногда хочется все-таки каверочков попеть. Ну, кавер – это исполнение, значит, в нашем исполнении, чужие песни, как бы, и ребят поддерживают. То есть, ну, в любом случае, песня о патриотизме лидирует. Конечно, конечно. Это в первую очередь, потому что поднятие духа, мы туда и едем для того, чтобы поднять человеческий и наших ребят дух. Это самое главное. Для нашей задачи, чтобы они отвлеклись от некоторых каких-то негативных мыслей, и все будет хорошо. Обязательно. Илья, вы много общаетесь с бойцами. Не было желания самому взять в руки автомат и пойти, так сказать, помогать нашим парням? Ну, я музыкант. Давайте начнем с этого. Я, во-первых, музыкант. С вашей миссией в другом. Да. Вот, Как говорит Рамиль Бадамшин, да, наша гитара – это наше гитара оружие. тоже автомат. Тоже автомат, да. И вот мы как раз хотели об этом сказать. Мы с ним буквально виделись недавно на концерте и обсуждали эту тему. Просили, чтобы каждый друг друга берег и занимался именно тем, что мы умеем. Мы умеем только петь. Ну, если придет такое время и скажет, Илюха, надо взять автомат, не вопрос. да и больше зажжете сердец и восстановите парней в моральном плане. Илья, у нас есть тоже видео с госпиталя, как вы там выступаете. Вы уже сказали, да, что вы неоднократно выезжали. Предлагаем сейчас посмотреть. Расскажите, как это было? Они там собрались все. Они там, кто на колясках, кто на чем. Вот приехали, прям хлопали, пацаны, давайте, зажигать. Ну, вот как-то так вот. Но эту атмосферу даже по видео видно, насколько все аплодируют, и вы довольны, счастливы, с улыбкой на лице. Ну, Здорово. Да. Ну, это же как бы для артиста приятно, когда хлопают и поддерживают. Но все равно я думаю, что вот эти концерты, они не только приносят вот это духовное, они приносят все равно какую-то часть нашего дома. То есть мы частичку нашего дома Весточку из приезжаем, дома. да. Некоторые ребята даже передавали и посылки, и телефоны давали супруг, чтобы мы там кое-что передали тоже, привезли. Вот такие ситуации бывают, и ты потом уже находишь там новых друзей для себя. Ну вот она сплоченность Да, республики. да, Вот да. в самый нужный момент наша страна, она сплотилась, единое целое, как кулак.
И вместе победим, вместе сильнее. Так как мы это умеем делать. Илья, мы знаем, что совсем скоро, буквально на днях, вы собираетесь в большой тур по Башкортостану, и этот тур будет в поддержку СВО. Что вообще планируется там? Ну, мы, как обычно, прокатимся по республике, выступим для наших детей, для учащихся и для семей наших бойцов СВО. Вот, и будем поддерживать наших ребят не только словом, но и попробуем собрать какую-то сумму и обратно закупим, передадим ребятам. Это замечательно. Илья, знаем, что в вашем туре будут и военнослужащие действующие, находящиеся дома либо после ранения, либо в отпуске. Как вам пришла такая идея? Ну, опять же, я говорю, что все приходит с тем временем, которое происходит. Ну, вот сейчас такие реалии, мы пытаемся как бы, ну, хоть что-то сделать. Ну, то есть приобщить ветеранов, Да, то есть да, это то же да, самое, да. моральная поддержка. Но вот они же не профессиональные музыканты, в отличие от вас. Как они на это идут? Не боятся ли сцены? Как вы их Да вообще нет, они наоборот привлекаете? все как бы за здрасте Илюха там звонят, некоторые говорят, давайте мы это приедем, поможем, поддержим. Кроме нас там же приходят на концерты еще и представители значит, конфессий, и христианской, и мусульманской, исламской, да, и, соответственно, приходят и представители отдела образования, отдела молодежи, плюс бойцы, ветераны приходят, и чеченцы, афганцы, которые тоже поддерживают и рассказывают определенные истории, которые были до сегодняшнего дня и вот по сегодняшний день, соответственно. У нас есть отрывок видео с вашего прошлого тура по республике в поддержку специальной военной операции. Давайте посмотрим. Илья, вот мы только что посмотрели видео. Вы помните, какой это населенный пункт? Это, насколько я помню, Исингулово. Хороший концерт был. То есть, несмотря на то, что у вас этих концертов много, все равно в памяти остаются места, Да, конечно, люди, нет. Ну, вот атмосфера. такие запоминающиеся концерты, как туры, да, мы примерно... Ну, во-первых, память у нас, как бы мы же музыканты и творческие люди, у нас все равно столько песен мы запоминаем, и мы постоянно свой мозг, как говорится, разрабатываем, да, и я примерно знаю, да, что это Исингулово, и мы выступали, это был февраль месяц, потом в марте мы уже поехали в другие районы нашей республики. Тоже спасибо большое. Желаем вам успеха в вашем гастрольном туре. И благодарим за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо большое. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.